Кавказской области в Белине. И уже 20 лет занимаюсь чеченцами, чеченской трагедией. Я сейчас приехал сюда, в Вену, на очень хорошее мероприятие на память начала Первой Чеченской войны 25 лет тому назад. Все было, это был культурфорайн Ичкерия, прекрасно организовано. Были возы из разных стран. Дети читали стихи, выступали. Это все было очень приятно, очень достойно. Я не жалею, что я приехал, я думал, это стоит. Deimok, szedege lovokor, deimok, szedege viezam, hőruszom, a hőgus jelena, deimok, a kastózus hiszem. 11 декабря 1994 года, ровно 25 лет назад, началась первая русско-чеченская война, которая унесла жизнь 300 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерии. Эта война длится 25 лет. Сегодня тоже неспокойно, как в самой Чеченской республике, так и в Европе, где проливается чеченская кровь. Недавно, как мы знаем, в Берлине был убит чеченский беженец, участник Второй русско-чеченской войны, убит злодейски, убит спецслужбами России, о чем на днях подтвердил в своем разговоре Владимир Путин, президент Российской Федерации. Война в Чечне была против народа. Российская власть говорит о каких-то террористах, абсолютная ложь. Война была за дележ российского ресурса, олигархат в России набирал обороты, народные ресурсы были разворованы, а виной козлом отпущения сделали чеченский народ. Чеченский народ уже 400 лет находится в состоянии войны с Россией. Сегодня мы, живя даже в Европе, не можем понять, когда нам говорят, вот, езжайте там в Россию домой. Возвращение России домой, как однажды сказал Жохар Дудаев, нам предлагают зайти в клетку с диким медведем, с обуревшим, как бы, злым диким медведем и жить с ним в одной клетке. Вот такие предложения поступают нам возвратиться в Россию. А сегодня наша страна оккупирована. Эта оккупация, также мы помним Вторую мировую войну, когда часть Европы была оккупирована. И оккупация Европы длилась какое-то определенное время, и потом произошла деоккупация, потом ушел фашизм, и эти страны стали свободными. Мы надеемся точно так же на то, что придет время, когда освободится наша страна, освободится наш народ. И большая часть чеченцев, проживающих в Европе, будут свободны, смогут вернуться домой, а часть может жить в европейских странах и быть полезной своему народу, посещать, навещать своих родственников дома, не боясь никого, не думая, что будут там задержаны или подвергнуты каким-то пыткам. Вот такая ситуация произошла с нашим народом. А сегодняшний вечер мы посвятили 25-летию начала русско-чеченской войны для того, чтобы напомнить молодому поколению, что была война, рассказать австрийцам, рассказать иностранцам, что с нами произошло, где правда, где ложь, рассказать именно из уст, чтобы люди слышали из уст тех людей, кто потерпел в этой войне пытки, унижения, изгнания и так далее. Я думаю, что в дальнейшем мы будем продолжать, не то что думаю, уверен, что мы будем продолжать такую работу. Сегодня мы уже имеем очень много друзей австрийцев, друзей из других стран. И это меня радует, что нас услышали, что нас увидели, что с нами хотят дружить. Io ero smungo dopo.
Săjim de-abdel huștu, stinoșa de čuvežašna. Săjim de-abdel huștu, tapas veinčan, zapisinčan, mahka vernačan. De-abdel huștu săjim de-abdel. Juoginču valina, jaginču jatašna. De-abdel huștu săjim de-abdel. Hatiša aš svega, hajim de-abdel, mu pargatedere, as šužablo. Dei mahka socairzač, razvotan holomešnu tehutič, sai deber bala asveltiča, tak pargateder sažimtuak. Taka hatiša aš svega, hal hazmainan, jartiš amatvegan, fundal hatuak. Taka as šužablo. Цеюеше суна, să vezi viție vierna gala, цеюеше суна. Отца там гинак со едят со диню, ундюсо, со нохча ялде, нохча юсо, нохчинанас, нохчидена гина юсо, сей омана, сей мохкана, сададава китчаю, ялгоряц, югоряц, Sakira-Samjalu, Ditziedalis. Bleibe Ruinen der Menschengebete. Bleiben Ruinen der uralten Stimmen, Tänze der Vögel am tiefblauen Himmel. Freude, Verzückung des Siegertanzkreises, Asche und Staub der Erinnerung bleiben. Bleibe Tschetschenien ein Meer aus Licht, 1000 Jahre. Сегодня, 11 декабря 2019 года, мы собрались на мероприятие, посвященное 25-летию начала Первой русско-чеченской войны в новейшей истории, организованная Культурферайн Ичкерия, Вена, Австрия. Сегодня мы вспоминали дни начала русской агрессии, вспоминали те преступления, которые совершены после этой агрессии. Вспоминали, напоминали всем, кто пришел сюда, кто потом увидит нас, что мы здесь собирались по этому важному поводу, для того, чтобы впредь никогда больше предостеречь, никогда больше, чтобы не повторились такие события. И, конечно же, чтобы виновные не ушли от ответственности. Мы должны те преступления, которые совершены на нашей территории, в нашей стране, не имеют сроков, те преступления имеют сроков давности. Это преступления, как акт геноцида, преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Это самые тяжкие статьи в Уголовном кодексе, в международном праве. И мы должны всячески напоминать, и даже когда эти преступники, которые тогда ради наживы, ради грабежа, ради власти, званий, чинов убивали всеми возможными и невозможными способами наш народ, сегодня, когда они через 25 лет уже не в такой форме, как когда-то они были, и не так себя уверенно чувствуют, мы, конечно, будем их привлекать, находить и всячески, скажем так, портить им жизнь. Как когда-то, если помните, Пиночета, трясущегося в инвалидной коляске, привезли на суд. Также мы очень надеемся, что преступник Владимир Путин, Владимир Шаманов и Патрушев, и много-много-много других фамилий, имена которых у нас имеются, будут привлечены к ответственности. Спасибо.
istoriju. On istoriju صعبة بالك تدبات شادك تي دايش أوبرش يوخي ياقي هربطي istoriju. Und ich glaube, dass wir diesen Kampf gemeinsam führen können und die ersten Schritte in diese Richtung setzen. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam auch 2020 weiterführen. Danke. Gewalt. Was wird aus den Kindern, die all dieses sehen? Werden sie jeweils den Frieden verstehen? Werden sie hassen, die sie gehetzt, oder verzeihen, denen sie verletzt? Es waren seit 25 Jahren, als der Krieg in Tschetschenien begann. Der Krieg ist älter, als wir manche wissen. Grund ist, dass wir nicht gesehen haben. Aber wir hoffen noch immer, dass die russischen Soldaten Tschetschenien freigeben und dass wir dort wieder wohnen können. Es war nachher nicht nur so, dass der Sergej und ich da im Café gesessen sind und haben geweint, sondern sogar die Kaffeebesucher, die es mitbekommen haben, worum es ging, haben mit uns gemeinsam geweint. Das ist wahrscheinlich zurzeit noch das Einzige, was man tun kann. Gemeinsam um die Toten weinen, gemeinsam kann man darauf hoffen, dass es irgendwann vielleicht mal besser wird. Say the